докладе «Крики в изгнании», представленном Европейскому парламенту, описывается положение и требования уйгуров. 2 мая в Европейский парламент был представлен доклад под названием «Крики в изгнании», в который вошли уйгурские, гонконгские, белорусские и никарагуанские подданные. Как сообщает РФА, первым предметом доклада, подготовленного под руководством Элизабет Лан, председателя партии, известной как Международный центр христианских демократов в Стокгольме, стал уйгурский вопрос. Отчет, озаглавленный «Крики в изгнании», предназначен для политиков Европейского парламента, а раздел, озаглавленный «Уйгуры, живущие в тюрьмах с открытым верхом», разделен на 3 части. На этой неделе многочисленные группы американских законодателей призвали к заверениям в том, что гигант одежды Shein и другие бренды сталкиваются с обвинениями в том, что они используют в своей продукции материалы из регионов, где, как утверждается, возникла принудительная уйгурская рабочая сила. Во вторник группа законодателей разослала письма руководителям Adidas, Nike, Shein и китайского торгового приложения Temu с вопросами об их цепочках поставок. Мы хотели бы предоставить Nike и Adidas возможность ответить на эти серьезные претензии и предоставить информацию о соблюдении уйгурского закона о предотвращении принудительного труда, говорится в письмах, которые были просмотрены АФП. Министр иностранных дел Китая Чин Ган посетил Мьянму, где продолжается политический кризис после государственного переворота, устроенного военными в феврале 2021 года. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, Чин Ган встретился с лидером военной хунты генералом Мин Аун Хленом. Встреча стала самым тесным контактом на высшем уровне, который Китай установил с военной администрацией после переворота. На встрече по стратегическому диалогу между США и Чешской Республикой, состоявшейся под председательством министра иностранных дел Чешской Республики Яна Липавского с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсуждались двусторонние отношения, а также вопросы сотрудничества в отношении России и Китая. Министерство обороны Тайваня сообщило, что со вчерашнего вечера по сегодняшнее утро вокруг острова были обнаружены 27 китайских военных самолетов и 7 военных кораблей. Россия объявила об уничтожении 2 беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на Кремль, которые, как она утверждает, принадлежали Украине. Россия обвинила Украину в организации нападения на президента Владимира Путина. С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Мы не нападали на Путина». В своем заявлении Киев подчеркнул, что предполагаемое нападение свидетельствует о том, что Россия готовится к крупному вторжению в Украину. Сообщается, что 9 рабочих погибли в результате взрыва на химическом заводе в городе Ляочин, провинции Шаньдунь на севере Китая.